Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил жителей Дагестана с Днем Единства народов. Цитата. «Поздравляю братский Дагестан и главу республики Сергея Меликова с Днем Единства народов. Это уникальный регион, в котором проживают более 100 разных национальностей. Он по праву является примером единения и сплоченности. Дагестан славится своей историей, традициями и мудростью, которые веками объединяли людей, помогая им сохранять в республике мир и созидание. Хочу также отметить, что Ингушетия и Дагестан связаны многолетними крепкими узами дружбы и добрососедства. Уверен, что наше сотрудничество и дальше будет укрепляться на благо народов двух наших республик и страны. Желаю жителям Дагестана мира, процветания и новых свершений». Глава региона Махмуд Али Калиматов поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах главы Татарстана. Цитата. «Поздравляю Рустама Минниханова с убедительной победой на выборах главы Татарстана. Более 88% избирателей проголосовали за действующего руководителя региона. Этот результат является весомым доказательством большого доверия жителей Татарстана. Это говорит о том, что население региона видит в вас лидера, способного и дальше вести республику к успеху во всех сферах и к социальной стабильности. Отдельно хочу отметить тесное сотрудничество и дружеские взаимоотношения между нашими республиками. Мы ценим, уважаемый Рустам Нургалиевич, вашу готовность к диалогу и практическую помощь в вопросах, представляющих взаимный интерес». Завод «Реал» увеличил выпуск продукции на 30%. Выручка за 2024 год составила более 1,5 миллиарда рублей. Объем производства вырос почти на 30%. Как отметил руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов, уверенные темпы роста первого воскофо-литейного завода говорят о востребованности его продукции. За несколько лет завод вышел на объемы производства, которые превышают первоначально запланированную проектную мощность в 10 тысяч тонн в год. «Реал» полностью ориентирован на внутренний рынок и поставляет высококачественную продукцию во все регионы России. Статус участника межрегионального кластера алюминиевой промышленности позволяет предприятию развивать сотрудничество и укреплять свои рыночные позиции, подчеркнул глава. Удостоверение многодетной семьи необходимо выдавать на всех членов семьи, даже если в регионе прописан один родитель. Об этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в ходе доклада на Всероссийской неделе охраны труда. В настоящее время в некоторых регионах семья с 3 и более детьми теряет статус многодетной, если один из ее членов зарегистрирован в другом месте. В июле Минтруд предписал субъектам России не лишать многодетных статуса из-за разной прописки. Котяков также указал, что в 13 субъектах России уже внесены изменения в региональное законодательство. Министр выразил уверенность, что и другие регионы откорректируют свои подходы к выдаче удостоверений многодетной семьи. Ингушский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев выступит на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии. Он проходит с 13 по 21 сентября. Соревнования по греко-римской борьбе начнутся 18 сентября. Евлоев представляет сборную Казахстана. Он выступает в весовой категории до 87 килограммов.